Зейнаб Магомед Тагировна. В последнее время сейчас в Ингушетии, именно в горной местности, идут вот реставрационные работы, восстанавливаются наши объекты культурного наследия. А люди начали интересоваться прошлым очень сильно. И насколько вот ковроделие, вот вы стоите у истоков по возрождению этого ремесла в нашей республике. На какой стадии находится и как сама работа вот эта проходила и проходит? Да, вы знаете, сегодня действительно мы наблюдаем такой вот эмоциональный подъем, бум и интерес к традиционному прошлому. Идет и в горах работа, идут реставрационные работы. Мы видим, что большой интерес сегодня проявляется и к национальным ремеслам. И национальное ремесло, вот как раз-таки ковроделие, о котором мы с вами говорим, наряду с сковородкачеством, которое тоже было у нас развито, оно в себя впитало и национальную особенность, и природно-климатические условия, и мировоззрение людей, живших в далекие времена. И сегодня, чем оно привлекло лично мое внимание, это что во всех областях жизнедеятельности, в том числе в обрядовой культуре, мы все время видели эти образы. Образы как ковров, так и настенных украшений, или орнаментальные композиции и на каменных каких-то изделиях. Мы видели и на башнях, и на изделиях из дерева. То есть все это вместе давало ощущение уверенности в том, что это все не случайно. В них определенная была информация. Люди как бы закладывали вот в эти композиции разные свое миропонимание. И сегодня, когда мы поднимаем исследования и смотрим, что все-таки наши орнаментальные композиции были зафиксированы уже в начале XX века, то есть лет 100 назад был зарисован и подготовлен альбом из ингушских ковров, которые содержат массу материалов. И первая экспедиция, которая работала в этой области, была экспедиция 21-22 годов, в составе которой работали Мальсаков, Заурбек, Ахриев, Хаджибекар, ну и другие исследователи. И внимание их было сосредоточено на том, чтобы помимо того, что они зарисовывали общие условия быта, но они зарисовывали и какие-то знаковые композиции, и орнаментальные формы, и таким образом сохранили композиции ковров, которые были характерны для определенных сел горной Ингушетии. Так вот, мы видим по альбому, что это были ковры, в которых хранится информация о том, что было ценно и какие образы животных были почитаемы. Так вот, если мы обратим внимание, то мы встречаем здесь как горного орла, так и оленей. Встречаем вот эти вот ломкие линии, которые являются как бы оберегами. А связывая вот эти орнаментальные композиции с традиционной культурой, мы видим, что очень не случайно и эти образы здесь. Есть названия вершин, названия гор, которые носят там названия, или они связаны с животными, допустим, с тем же оленем. Сей корт, сей вагармазаж, дуага желха, это вот бабье лето, вот так характеризовали. И все это так или иначе вкраплениями в рисунках показывали через ковровые композиции. Так вот, посмотрите, вот когда зарисовывал художник ковры, он показывает нам образ хамхи. Это уже вот в 30-х годах была зарисована композиция Газимагомедом Даурбековым. Хамхи из селения Хамхи в Асинском ущелье. Мы видим и ковры, которые были зарисованы в 20-х годах. Это и Бейни, это и в селении Хули. Но вот опять же, всматриваясь, мы можем обратить внимание на то, что это все говорит об изобилии и овцеводстве, и о том, что они могут и прокормить и животных, и люди могут обеспечить себя питанием. И тут же в старинном альбоме под этими же зарисовками бывали записи, то есть Беркети Халды, Беркети Вахалды. Ну и если посмотреть другие ковры, допустим, вот из горных сел, опять же, Эбон, это вот Фалхан. По Фалхан мы видим, что здесь говорится и о почитании Тура, и о том, что четырехрогий там баран был очень такой почитаемый, его дарили в редких таких случаях.
Здесь же по ковру мы читаем, что и священный лес находится рядом. То есть это были не просто композиции, а это были информации. Это было нечто знакомое и сохраняемое в обществе знания. Ну вот все мы помним, что в 20-х годах в селении Джейрах была найдена бронзовая литая статуэтка оленя. То есть, опять же, это о чем говорит? Что этот образ был почитаем. И тут же мы видим вот на ковровой композиции селения Джейрах и тот же образ, и те же олени рога. Но и здесь же мы видим и рог изобилия. То есть, все то, о чем мыслили, все то, что сохранялось в народных знаниях. Так вот, рядом мы видим вот ковры, которые я так вот условно назвала бяпости. Это вот ковры, на которых тоже запечатлены как рога, а мы знаем, что в истории человечества именно одомашнивание животных стало таким вот прорывом. И когда валы и быки использовались во время землепашества, и это стало каким-то прорывом в обеспечении питанием, то их тоже стали обожествлять. И обожествляя, сопоставляли с дугообразной луной, то есть с полумесяцем. А полумесяц, звезда задолго до принятия ислама уже были священными такими символами и знаками. То есть в них и информации очень много, в них и характер народа. Вот обратите внимание, вот ковры, которые нам знакомы, это вот ковер, он записан в старинном альбоме Буру, то есть в Буру он был зарисован в городе. Здесь мы видим и образ птицы, орла. Мы видим и образ Аранта, это вот когда молятся и молят Всевышнего о благодати. А мы знаем, что во все времена в молитвах своих ингуши взывали «Ваавези уахка идеала», то есть образ Диала, что потом постепенно привело к тому, что мы перешли к исламу и Диала, Аллах стали понимать. Зенит Магомед Тагировна, вот ковровые орнаменты, были случаи, чтобы их по два и более, По несколько, да, по несколько штук, вот в одном башенном комплексе. Вы знаете, вот чаще всего это могла быть одна композиция. Одна композиция в силу того, что в ковровой композиции вбиралась и учитывалась как бы атмосфера, окружающая обстановка, там, природно-климатические условия, знания, связанные там с календарными циклами. Но могло быть и несколько ковров. Так вот, например, в районе селения Гозд художник зарисовал больше 5-6 композиций. Не чисто ковров, а вот каких-то вот сюжетов. В этих сюжетах мы видим, как образы барана, вот видите, это рогами они переплетены. Здесь же мы видим и вибрации, которые передаются вот, различными такими зарисовками. Вот обратите внимание. И потом... Это же ГОСТы, да? Да. И вы знаете, вот, что интересно, здесь же он передает и охотничий орнамент, ну и это орнаменты, в которые просто вот вкладывали вот свою информацию. И тогда же не было письменности. И в орнаментальных композициях говорили о ремеслах, о том, вот, каким трудом они достают себе там пропитание. Ну вот в районе селения Бейни и чуть рядом вот с ними, у Куштовых тоже, была такая орнаментальная композиция, когда по центру мы видим медные кувши. Были вот одинаковые орнаменты у каких-то башен? Попадались ли вот такие вот одинаковые именно орнаменты, ну, или схожие? Да, конечно, могли встречаться одинаковые сюжеты орнаментальных композиций, так как одни и те же образы, они встречались как в одном районе, так и в другом. Это речь идет и о тех почитаемых животных, образах, которые были, о народных поверьях, которые имели место быть. И, конечно, вот в отражении, в разных сочетаниях, но элементы образа могли встречаться. И те же рога, и те же трехлистники, и тот же образ Аранта. Вот мы знаем вот образ Аранта, о котором я сказала вот выше. Это вот когда руки как бы возведены, и в молитвах обращаются к небу, к Всевышнему. Но вот перекликались, образы встречались. А вот откуда вы брали это орнаменты? Вы сами собирали или вам кто-то? Нет, знаете, вот в моей работе основное внимание было сосредоточено на возрождении все-таки ковроделия по древним орнаментам, которые были запечатлены как в альбоме, созданном 100 лет назад, так и в ковровых зарисовках, сохраненные композиции
последующих времен и ученых, которые были на протяжении 20 века. А кто у нас занимался вот этим 100 лет назад? Ну, первые зарисовки были сделаны в 20-м, 21-м, в 22-м годах Хаджибекаром Ахриевым. В те же годы и чуть позже начал делать зарисовки Щеблыкин. Потом в 30-м году отучился, приехал еще один живописец Гази Магомед Даурбеков. Они провели огромную работу. Мурат Базоркин был как и историком, так и художником. И его зарисовки у меня сохранились в описании, во всяком случае. То есть зарисовки делались на протяжении всего 20 века. Но задача была поставлена в начале 20 века на съезде кустарников России, который проходил в 1904 году. Ну и, конечно, сегодня для нас это вот огромная находка и бум, который мы видим вокруг, как возрождение ковроделия, так и использование вот этих орнаментальных сюжетов на различных изделиях. Сегодня они просто в большом таком спросе и пользуются популярностью. А вот спрос есть, да, у нас на сегодняшний день? Вы знаете, спрос есть, и что интересно, вот когда обращаются ко мне, берут ковры на свадебные торжества, чаще всего просят ковры из своих населенных пунктов, и им хочется прикоснуться именно к своим истокам. И вот особенность ковров горной Ингушетии и плоскостной тоже говорит как бы за себя. Если мы видим такие вот крюки, такие жесткие, четкие формы, рогообразные, горные такие сюжеты в горной части, то по мере того, как выходили на плоскость, и орнаментальные формы менялись, они становились мягче, они становились гибче. И здесь уже больше таких цветов, которые говорят о том, что и земли достаточно, и легче им стало жить. Ну, а наши мастерицы настолько тонко сумели через ковры показать характер народа. Это и в четкости, это и в технологии, которые чаще всего создавали ковры. У нас технология была врезная в основном. А так дома кто-то что-то мог еще как-то придумать. Но они несут в себе характер, культуру, искусство, ну и в целом дошли до нас имена вот этих мастериц? ментальность. Вот тот период, который создавали вот это все, ковроделием занимались. У нас сохранились имена в записях, которые были сделаны. И по этим записям мы иногда выходим на их потомков, и нет-нет, да, имена эти открываются. Сохранились, но я не скажу, что сохранились имена всех мастериц, так как эти ковры создавали, их дарили, они переходили из села в село, и таким образом они стали общим достоянием нашего народа. В каждом населенном пункте были свои, да, мастерицы? Да, не только в каждом населенном пункте, чуть ли не в каждом доме были мастерицы, но такие универсальные, они были, конечно, редкими, как сегодня художники. И у каждого свой секрет был, да? Ну вот, и сегодня даже вот те, кто занимаются ковроделием, каждый имеет свои такие особенности в работе, которыми они могут так поделиться вот с ближними, с ученицами, но одно и то же ремесло, тем не менее, для каждого мастера имеет какие-то свои подходы, свои нюансы, особенности в работе над изделием. А у нас здесь где-то центр, где эти ковры висят, чтобы любой, вот, например, посетитель мог посмотреть вот эти ковры? Ну, знаете, мне очень приятно отметить, что вот ковры, которые были выставлены в прошлом году на выставке «100 ковров к столетию ингушской государственности», сегодня находятся в музеях Ингушетии. И они часто выставляются, так вот, в Музее изобразительных искусств, они все время на выставке, несколько ковров, в Музее краеведения. Вот какие бы мероприятия у них ни проходили, я вижу, что эти ковры все время просто вот радуют зрителей. Это не какие-то там частные, это наши ковры, наши общие ковры. И, как сказала на выставке одна приятная пожилая женщина, которая работала долгое время в музее, она сказала, в этих коврах эпоха. И сегодня они во всех музеях. А вот неплохо было бы, если бы музей сделать. Ой, вы знаете, это, конечно, пределы чтобы моей все бы мечты. заходили, и каждый населенный пункт, там уже конкретно было бы видно. Вы знаете, вот это зрелище, 100 ковров к столетию, оно просто вот потрясло вот самых видных таких деятелей нашей культуры, о которых мы знаем. Хожа Ахмед Имакожев сразу сказал, эти ковры нельзя делить, это ведь целый музей.
И ведь ковры, они были представлены по районам. Ковры там Горной Ингушетии, ковры Пригородного района, ковры Назрановского района. Ну и, конечно, они просто... Каждая композиция, то есть каждая коллекция говорила за себя, что в общем, конечно, под одной крышей все эти ковры говорили бы о нас, о нашей культуре, искусстве, ну, обо всем. А вот есть у нас в горных поселениях, в горных там башенных комплексах, где нет еще вот, орнамент ковров? Ну, Остались конечно, такие? не все ковровые изделия были зарисованы. Вот чаще всего как наши художники поступали? Они зарисовывали именно те композиции, которые наиболее распространены. Ну и так получилось, что вот первая вот эта экспедиция, работавшая в 20-х годах, она зарисовала композиции по Джайрахскому ущелью. То есть они не были в Асинском ущелье, они не были вот в других районах. И в старинном альбоме сохранились из Джайрахского района. А потом уже позже, вот когда в 30-х годах выезжали там и Даурбеков, Базоркин, Ахриев, конечно, с ними, он был директором музея уже, зарисовывали уже и в Асинском ущелье. Но потом уже приходится работать. Знаете, каким образом? Ведь идет выселение на плоскость, и уже ищешь истоки тех, кто из Таргима, кто из Эгекала. И уже сопоставляя с некоторыми законами создания этого ковра, с учетом и условий, в которых жили, там, культов, которые были, приходится просто вот искать композиции, которые были созданы уже ими в горах. А потом уже они выходят на равнину, эти композиции повторяют. А вот, например, когда одна фамилия в башенном комплексе, там понятно, что орнамент. А если несколько фамилий, вот как Игикал или Таргим, вот как там орнамент вот этот, там, ковровый, есть вот орнамент ковровый? Как Ну, ты знаете, в Эгекале вот, я еще не встретила композицию, зарисованную как ковровую композицию Эгекала. Другое дело, что вот из тех, кто выселялся, вот я смотрю, то у одной фамилии, то у другой. Да, пофамильно там получается. Если я вот старинные ковры вот нахожу, я хочу и пытаюсь найти общий почерк, характерный Эгекалу. Но сегодня мы имеем такой вот герб, вот как говорят в некоторых горных селах были, вот эгекальский, он как-то емко, информационно так вот говорит за себя. Ну, а отдельно по фамилиям, вот, там в основном по фамилиям, да? Там нет общего. Нет, в основном они шли по населенным пунктам. А вот отдельно фамильные, например, были вот Ахриевым зафиксированы в селении Фурток. В селении Фурток, например, он показывает орнамент Ахриевых и подписывает селение Фурток, орнамент Ахриевых. Ну, вот, как нам характерно обычно. А потом смотрю еще раз, селение Фурток, орнамент Ильяновых. А Ильяновы были его отцы, то есть жена у него была Ильянова. Так фамильных я больше не встречаю в старинном альбоме. Точно так же, как у Даурбекова Газимагомеда, я вижу ковры, которые были зафиксированы. И только в одном альбоме я нашла 6 мастериц Даурбекова. Просто вот когда вот они вот ближе и рядом, ты здесь останавливаешься, ты здесь бываешь, и ты видишь вокруг их 6 мастериц, я вижу у Даурбековых. Ну, это приятно мне отмечать даже. Я точно так же вижу Ахриевых и Ильяновых только, но это в Фуртоге. Но вот в селении Хули, например, ковер подписан просто орнамент Хули. А так в основном подписывали просто названиями населенных пунктов. Ну а уже вот позже, вот, когда мы создаем по этим сюжетам ковры, допустим, это ковровые композиции, которые я уже создаю на основе старинных орнаментов. И назвала вот эти ковры, допустим, Фару, то есть благодать. Мы здесь видим рог изобилия. Или вот Сякур, это вот оленьи образы, тоже вот определенным образом переплетенные, но мы здесь их вплетаем, говоря о том, что они часто встречались в наших формах. Вот если вы обратите внимание, то вот эти ковровые композиции, вот наши, они в большей части имеют такие зооморфные формы. Конечно, есть и косметологический, где вот скрывается и идея мироздания, там все то, что через мифы у них сохранялось в сознании. И такие жесткие формы сохраняются. И рогообразные, и такие вершины гор, и полумесяц. Мы идем чуть дальше, ближе к Чечне, мы видим, что появляются вкраплением уже растительные орнаменты. А идем дальше уже в Дагестан, мы видим, что там очень много растительности. А в Азербайджане посмотрите, так там уже линии плавают, и совсем вот другой характер. Вот как-то помню,
у Раи Евлоева я спросила, а как вам удалось танец азербайджанский поставить? И она мне сказала, ты знаешь, я очень долго смотрела на ковер. И эти ковровые рисунки и орнаменты мне просто сказали, вот как нужно этот танец ставить. То есть они очень тесно вплетены, переплетены с нами, в них характер народа. Творческий человек видит. Да, вот она мне вот так сказала, я все время смотрела на ковер, чтобы правильно поставить танец. Займ Магомед Тагировна Баркал, я салса с эту хочу, чтобы дальше вот эту то, что вы взяли на себя, эту миссию, чтобы вы закончили до конца, чтобы все наши большие комплексы и населенные пункты имели ковровый орнамент, Свои и чтобы, композиции. да, свои композиции. Да.